целый табун пришел. Лошадей. Постоянно здесь пасетесь, да? А я ваше место занял. Гонит стрель. Седой Байкал. Доброе утро. Ветерочек дует свежий с Байкала. Сырость, потому что почти всю ночь лил дождь. Но сейчас все нормально, все просыхает. Сейчас хожу вот туда, за моей спиной, коса. За моей спиной сейчас это залив Малый Посольский Сор. За ним Большой Посольский Сор залив. Но до него я, скорее всего, не дойду, до него 4 километра идти. Но на косу схожу туда вот, между Байкалом и Малым Большим Посольским Сором. Традиционно кофе. Медленно здесь будет закипать, потому что ветер. Но я максимально спрятал за машиной. С хлебом поем сейчас кофе. И достаточно мне будет. Потом в магазин заеду, что-нибудь куплю. Ну китайская еще есть лапша разных видов. Если присмотреться, то видно противоположный берег. Вдалеке. А я пойду назад. Там перекупок один приехали, откуда не знаю. Семейная пара из Костромы тоже гонит свою Тойоту. В стекло камень же прилетел, говорит, трещина пошла. Так что камни-то летают. У меня опять разрядился аккумулятор, завести пока не могу. Сейчас пойду в монастырь. Там, наверное, на зарядку аккумулятор поставлю. Сейчас я принесу туда аккумулятор, если не заведусь, конечно. Принесу туда аккумулятор. Ну и хорошо, часик здесь, я думаю, еще побуду. Здесь покоится прах православных христиан царского посла Ерофея Заболоцкого и его сына отрока
Кирилла, вероломно убитых на 7 месте мунгалами в 1650 году от Рождества Христова. Пока я жду зарядки аккумулятора, можно и перекусить. Сегодня я буду перекусывать вот это, наверное, так правильно читается. Тут вроде написано по-английски, хотя в основном все по-китайски. Я не знаю, что это такое, опять же, тоже. Для меня это будет сюрприз. Здесь только один наполнитель, вот, пакетик. Посмотрим, что это. Где-то здесь у них гнезда, яйца, потому что они забеспокоились сразу, когда я сюда приблизился. Думают, что я сейчас разорять буду. Вот это залив Малый Посольский Сор. Вот там дальше залив просто Посольский Сор. Ну а здесь вот на машине можно запросто уже закопаться. Дорога идет дальше. Может даже по всей косе едут кто-то. Хороших внедорожников. Или местные, которые знают уже что, как. А я, наверное, сейчас назад пойду уже. Потому что коса идет еще пролива. Точно не знаю пока сколько километров. Здесь какая-то палаточка стоит. Рыболовная, наверное. Или живет в ней кто. А я пойду назад. Прошел где-то в районе 800 метров. Я, пожалуй, ну что, народец появляется. На Ниве он даже кто-то приехал. Ну, я пришел на место, буду сейчас свою лапшу употреблять. Ну, такая остренькая она. Ну, в общем, на вкус обычная лапша, ничего примечательного я не вижу. Зарядив аккумулятор, я покинул сие чудесное место и поехал забирать свою посылку на железнодорожную станцию Посольская. Пришел я забирать. Тут пацан сфотографировал у меня QR-код, ушел за товаром. Ты не деревенский? Нет, я издалека. Я здесь проездом. Я из Нижегородской области. Ну, так в городе живу, но деревню люблю. В деревне браво жить. А? В деревне браво жить. В молоке купашься. Ну, да, это если работать. Но опять пахать надо. Конечно, если работать. А даром ничего не дают. Естественно. Если даже заболеть, надо простыть. Угу. Простыть, чтобы чили заработать. Ну, всего хорошего вам. И вам так. До свидания.
И вам дороги. Да, вам тоже. Товар я получил. Тут у меня еще прибавилась еще одна покрышка и основа багажника. Сейчас мне нужно заправку найти, заправиться. И буду искать место где-нибудь на Байкале, в другом месте только, где я буду ставить багажник. Я заправился, перекусил, попил кофе. Теперь еду, определил место на берегу Байкала, где я буду монтировать багажник на крышу. В общем, еду туда. Обогнул я залив Большой Посольский Сор, и справа показался Байкал. Велотуристу. Здесь где-то я поворачиваю направо к Байкалу. И там буду багажник собирать. Чтобы проехать к Байкалу, нужно пробраться под мостом. А здесь течет река. То есть кто-то пробирается, какие-то машины. Может быть, и я проберусь туда. Но обратно я уже, наверное, не смогу пробраться. Тем более вода что-то такая бурная достаточно. Может быть, в нормальное время она не такая большая, эта вода. Но место, конечно, красивое. Транссиб здесь вот. Изумительное место. В подтверждение моих слов приехали люди, которые утопили здесь номера. И сейчас поехали их искать. Джимник поехал. Но я нет, я не поеду. Здесь какой-то дом отдыха, что ли, похоже. По крайней мере, все, кому надо, те проходят свободно. Парковка 300 рублей. Здрасте. Здрасте. Ну, вот, конечно, в идеале здесь машину поставить. Но никто не пустит сюда-то. Хотя, может, и пустит. Вон купаются
Пляж, в общем. Мыс Капитанов или бухта Капитанов. Тоже дно каменистое. Купаться неудобно. Но уже такой волны нет, как на Посольском-то. Потому что ветра нет, скорее всего. И вода не так взбаламучена. Оживленно здесь, конечно. Оживленнее гораздо, чем на Посольском. Мне это не очень нравится. Ну что, я буду там багажник делать. Там посмотрим, где я буду ночевать. В общем, я проехал через это ограждение, но на сам пляж я не заехал. К закату подходит. А я все здесь с багажником. Поперечину вроде поставил. На Байкале закат догорает. А я багажник так и не собрал. Я только понял, как его собирать. Здесь вот люди, смотрю, в ночь, ну вряд ли, конечно, они останутся. Они на машине приехали. Мне можно было прям, конечно, на пляж подкатить. Вот так вот. У меня на крыше сейчас покрышка, 3 покрышки. Не собранный багажник, вернее, частично собранный. Короче, мне, чтобы ехать туда, нужно все это выгрузить, потом там собирать. Ну, думаю, ладно, здесь я буду спать опять. В общем-то, тут. Ну, нормально здесь. С утра соберу все это. Недолго осталось. Доброе утро. Сегодня я встречаю рассвет. Чуть-чуть опоздал, правда, на Байкале. Вторая моя ночь здесь. Продолжаю сборку багажника. Время где-то 6:30. Вроде разобрался, как его подсоединять. За ночь кто-то часть мусора моего утащил, но я думаю, что ребята, которые костер жгут, и сожгли. Ну и молодцы. Картонные коробки, в частности. Осталось мне вот этот полиэтилен весь увезти. Крепежи у меня или не подходят, или я что-то недопонимаю, как они должны быть. И так крутил, и этак. Может, недокомплект, может, к другому багажнику комплект. Поэтому прикрепить его к этим стойкам я именно крепежами не могу. Поэтому самый простой вариант буду привязывать веревкой. Веревкой я запасся. Я сделал еще более, скажем, практичный вариант. Примотал скотчем. Здесь скотчем. И в глаза не будет так бросаться этот колхоз. А мне деваться некуда. У меня все равно крепление неизвестно где и когда придут. А багажник нужен. Вот так я оправдываюсь. В 4 местах
будет достаточно. Получилось у меня так. Запаска впереди, тут канистра.